На днях Мирный с рабочим визитом посетила делегация правительства республики и депутаты Ялтымен. За все время поездки депутаты посетили ряд учебных, промышленных и социальных объектов. Подробности в материале Романа Муконина. Первый день для гостей запланировали экскурсии по образовательным и производственным объектам. Традиционное начало маршрута – смотровая площадка «Карьера Мир». После этого гостей ожидали в МРТК, где им также предстояла обширная экскурсия по мастерским и учебным аудиториям. Сегодня колледж – передовое учебное заведение среднепрофессионального образования района. Гости были приятно удивлены теми успехами, которые достиг МРТК за последние несколько лет. Второй день визита высокопоставленных республиканских чиновников начался с посещения Центра сортировки алмазов. Депутатам и министрам показали то, ради чего работает в суровых условиях Севера десятки тысяч людей. Директор центра рассказал об основных и самых ценных характеристиках алмазов, а также по каким критериям сегодня оценивают эти кристаллы. К примеру, камни каждого месторождения индивидуальны и не повторяют друг друга. В Нюрнбергском месторождении больше желтеньких алмазов. Желтые алмазы по международному классификатору вот именно такого типа, они называются колоты, то есть алмаз в оболочке. Был обычный алмаз, но когда изменялись термохимические условия вот в конкретной трубке, сверху начала нарастать оболочка, богатая азотом. С фабрики делегация направилась на рудник «Интернациональный», где парламентариям предстояло увидеть первый подземный добывающий комплекс. Он был построен в конце 90-х годов, и сегодня здесь трудятся выпускники Мирнинского политехнического института и регионального колледжа. Претензий к «Алроса» у парламентариев не нашлось. Они остались довольны условиями, в которых трудятся сотрудники компании, и тем, что выпускников местных учебных заведений в большом количестве принимает на работу на производственные объекты «Алроса».